Габдулла Тукаев, Водяная. В одном маленьком татарском ауле жил мальчик по имени Марат. Однажды летним утром мужчины отправились на охоту. Женщины занялись домашним хозяйством, а мальчик по имени Марат отправился на рыбалку. Солнце поднималось все выше. Птички весело пели в небе. Над цветами порхали бабочки. Весело кружась танцы. Рыбалка оказалась неудачной. Марат не поймал ни одной рыбки, но сильно проголодался и собрался идти домой. Вдруг Марат увидел, как из озера появилась водяная ведьма Суанасы. Она села на мостик и стала расчесывать свои длинные космы золотым гребнем. Испугался Марат, спрятался за дерево и смотрит. Суанасы расчесала свои космы волосы, положила гребень на мостик и нырнула в озеро. Ведьма водяная оставила гребень. Никого нет, никто не видит. Что же я стою? Подарю-ка я его маме. Испуганный Марат схватил гребень и побежал домой, а Суанасы, увидев пропажу, бросилась вслед за Маратом. Стой, негодный, погоди, отдай мне мой гребень! Испуганный Марат добежал до дома. Залаяли собаки. Суанасы испугалась и убежала. Фу, еле убежал. А дома Марата ждет мама. Улан, что с тобой? Я нашел гребень и быстро бежал, чтобы тебе показать. О, красивый гребень. Кто его мог потерять? Не знаю. Садись, Улан, покушай. Я приготовила салму и твой любимый чак-чак. Вкусно, Улан? Очень вкусно. Рыбу поймал? Нет, сегодня рыбы не было. Спасибо. Наступила ночь. Марат пошел спать, но никак не мог уснуть и сел на кровать полюбоваться звездочками. Не спится, тревожно Марату. Вдруг раздался стук в окно. Кто там? Водяная я, откройте. Где мой гребень золотой? Знай, на озере сегодня вором стал сыночек твой. На, возьми свой гребень. Увидев, что Суанасы ушла, мама стала ругать сына. Ругала и наказала. Как тебе не стыдно, Улан? Нельзя же чужое брать, бессовестный. Понял? Понял, мама, понял. С той-то взбучки материнской научился я добру. Есть хозяин или нету, век чужого не беру.